Добрый вечер. Это программа «Якутия в деталях». Меня зовут Ирина Ефимова. Как ни странно, но сегодня, спустя десятилетия после победы в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне, стране вновь приходится сталкиваться с проявлениями фашизма. В преддверии Дня Героев Отечества планируется проведение первого республиканского антифашистского форума. А задача его – это объединить усилия по сохранению нашей исторической памяти и создать условия для того, чтобы не была потеряна связь между поколениями, а также для патриотического воспитания молодежи. Задачи это большие, серьезные. И сегодня с гостями в студии поговорим о том, как участники форума будут добиваться решения существующих в обществе вопросов, о том, как победить и искоренить фашизм. И с нами на связи находится постоянный представитель Республики Саха-Якутия при президенте России, руководитель Единого координационного центра Республики по решению задач в рамках специальной военной операции Андрей Федотов. Андрей Семенович, добрый вечер. Здравствуйте, Ирина. Первый антифашистский форум инициировал глава Якутии Айсен Николаев. Мероприятие пройдет накануне Дня Героев Отечества. Вот, на ваш взгляд, насколько форум этот нужен, насколько он поможет найти пути решения проблем сегодняшних? Я напомню о том, что первый конгресс антифашистский был проведен в рамках форума армии 2022, в котором принимал участие Айсен Сергеевич в этом конгрессе наряду с руководством с Министерства обороны, руководством общественных организаций патриотического характера, которые были инициаторами тогда этого большого всероссийского мероприятия. После этого прошло 2 года, и мы столкнулись с реальным фашизмом, как говорится, в полный рост. Мы на себе поняли, что такое фашизм в современном обличии. Якутия принимает участие в специальной военной операции в разных формах. Мы активно занимаемся помощью в восстановлении Донецкой Народной Республики. Мы оказываем большую гуманитарную помощь новым регионам нашей страны. И, конечно, мы ведем очень активную работу по поддержке военнослужащих, тех, которые сегодня на самом переднем крае ценою своей жизни и здоровья отстаивают нашу страну, ее свободу, справедливость. И не только для нас, но и для всего мира. И мы это видим сегодня по складывающейся международной обстановке. В этой связи Айсен Сергеевич предложил провести подобного рода форум антифашистский и у нас в республике, как отклик на те события, которые мы сегодня переживаем и наблюдаем как у нас в стране, так и в целом в мире. Думаю, что это очень актуально, и это расставляет многие точки над теми вопросами, которые породила специальная военная операция, все, что связано с ней в международной обстановке. Фашизм на самом деле имеет совершенно определенные формулировки. Мы сегодня боремся с фашизмом и на фронте, и в тылу. Мы сегодня боремся с экономическим фашизмом, с гендерным фашизмом, с культурным фашизмом и всеми остальными формами, которые коллективный Запад, этот фашистующий золотой миллиард, изобрел за время своего господства в мире. Вот примерно так, наверное, можно характеризовать задачи, цели и источники этой инициативы. Да, спасибо. А можно вот подробнее, кто будет принимать участие в этом форуме и какая роль отводится нам, якутянам? Ну, как-то вы, Ирина, достаточно жестко делите нам, якутянам, роль мы сами себе придумываем, Ирина. И эта роль, понятно, она идет от людей, от граждан наших. Мы видим просто сегодня большое сплочение, стремление к укреплению единства всего общества, общества и армии, общества и власти. И это отклик на это. И наша инициатива поддержана многими известными в стране борцами с фашизмом, с любой ксенофобией. Например, это общество узников концлагерей, детей Великой Отечественной войны.
это общественная всероссийская организация «Офицеры России», это организация героев Советского Союза и Российской Федерации, это Министерство обороны. Не так давно у Арсения Сергеевича состоялась встреча с заместителем министра обороны Виктором Петровичем Горемыкиным, который горячо поддержал эту идею и предложил, что в следующем году в рамках проведения очередного конгресса на форуме «Армия-2024» уже провести подобного рода мероприятия по всей стране. Может быть, связать, используя новые технологические возможности, всю страну едино. В общем, эта идея получила очень широкую поддержку у руководства страны, у общественных организаций. Мы ожидаем достаточно активное участие и личное в Якутске, и по линии ВКС. Для этого специально мы здесь в посредстве создадим площадку, отсюда будет вестись трансляция, и трансляция будет вестись прямо из культурного центра имени Гагарина у нас в Якутске. Спасибо, Андрей Сандомирович, за развернутые ответы. То есть, я так понимаю, Якутия не только не стоит в стороне от процессов, которые происходят в стране, но и становится, так скажем, впереди многих этих процессов, как, в общем, передовой регион. Теперь хочу обратиться к гостям студии. Спасибо, Андрей Сандомирович. Вот в рамках форума планируется пленарное заседание, прочие там ряд мероприятий. Почему вот, на ваш взгляд, нацизм в самой его циничной форме возродился именно на Украине, а не в Германии? Ну тут на самом деле версий-то очень много, и надо честно взглянуть истории в глаза. На Западной Украине он, наверное, и не умирал. И, наверное, мы в какие-то годы вообще просто перестали обращать внимание. А в быту ведь многие, кто бывал на Западной Украине, приезжали, и все же рассказывали об отношении западных украинцев ко всем приезжающим. Их отношение к русскому языку, их отношение к киргизам, узбекам, таджикам, которые туда приезжали. И мне кажется, тут была просто сделана ошибка серьезная. Мы просто, ну как сейчас очень многие, те же участники СВО говорят, что деды не додавили гниду в гнезде, туда, куда загнали, просто не додавили. И поэтому, а в Германии, видите, там же все-таки очень серьезно ведется и на государственном уровне, там очень серьезно идет антифашистская работа-то. И вообще там даже, можно прямо сказать, там правым вообще не дают практически слова и куда-то баллотироваться, если они только начинают говорить что-то непосредственно о возрождении там германской нации. Поэтому, в общем, мне кажется, для многих это неудивительно, что на Украине просто ростки, просто англосаксы увидели слабое звено после распада СССР. Кто это были? Это была Прибалтика, и это была Украина. Вот чем они и воспользовались. Еще хочется добавить, что страна, где проходят факельные шествия, а также определенные массовые мероприятия в память о Степане Бандере, да, это вот нацист. И понятно, что там нацизм, ну, не то что будет долго умирать, он там никогда не умрет. Потому что, вот как Александр Григорьевич правильно сказал, что это недобитки, которых надо было еще уничтожить еще в середине 20 века. Но, к сожалению, этого не произошло, и сейчас мы имеем то, что имеем. Я добавлю, коллега, согласен полностью с тем, но важно еще политика руководства государства. Она поощряет это. Она признает это как официальной политики, что да, Бандера навсегда, которые люди, негодяи, которые убивали мирных людей, в том числе поляков очень много пострадал. Они сейчас в ранг вот таких особ. Поляки-то не лучше сейчас. Нет, сейчас давайте так говорить о нацизме. Мы сейчас говорим о нацизме, да, фашизме, нацизме. Вот есть идеология, и есть кто пропагандирует ее идеологию. Вот с этим, прежде всего, надо бороться, с идеологией и с теми, кто несет эту идеологию. То есть, если Германия получила своего рода прививку от нацизма, да, то на Украине
Да, там такое Непосредственно касательно форума. Вот Андрей Сандомирович сказал, и Александр Григорьевич, о том, что инициатива, которую сегодня озвучил глава республики, провести соответствующее мероприятие в республике Саха-Якутия, в городе, в столице, с приглашением делегаций муниципальных образований, тот актив, который может донести это до общественности, до населения, до низов, до первичного звена, скажем так, наших образовательных учреждений в том числе, которые ведут дискуссионные площадки. Сразу хочу сказать, как член Единого координационного центра, как руководитель штаба в городе Якутске, что эта инициатива была тут же поддержана нашим активом, общественностью, всех тех общественных институтов, которые сегодня активно задействованы в дополнительной помощи нашим военнослужащим в специальной военной операции. Что мы примерно ожидаем от форума? Ну, во-первых, примут участие превалирующая часть молодежи. Будут, еще раз повторюсь, приглашены муниципальные образования. Будут приглашены ветераны боевых действий всех локальных войн, где принимала Якутия участие. Ну и, конечно же, это ветераны боевых действий специальной военной операции. Здесь мы услышим приглашенных гостей с города Москвы. Андрей Сандомирович их обозначил, те институты, которые примут, будет прямое подключение по видеосвязи. Также выступят родные погибших солдат. Очень важный разговор мы предполагаем увидеть, услышать и запечатлеть. По итогам форума намерены сделать резолюцию. Здесь небольшой экскурс скажу об истории. Вообще подобного рода мероприятия в Якутии на самом деле не впервые. Да, в 1942 году, Дмитрий Иванович не даст соврать, у нас на площади Дружбы был антифашистский митинг, где принимали участие также общественность, трудовые коллективы, выступали и доярки, и трактористы, кочегары, конюхи. Да, и по итогам этого митинга было направлено письмо главнокомандующему Советского Союза Иосифу Сталину. Так, по итогам форума мы тоже намерены направить сформировавшееся обращение по итогам резолюции нашему главнокомандующему Российской Федерации. И уверен, что данный форум сделает некую перезагрузку к пониманию патриотического воспитания. Да, мы понимаем, что наряду с экономической вовлеченностью молодежи сегодня, с теми приоритетами, которые ставит государство, республика, руководство республики в части опорных направлений в экономику, сегодня у нас патриотизм пахнет порохом, и мы должны быть к этому готовы. И в любом случае мы должны противостоять сегодня фальсификации истории. Спасибо за экскурс в историю. Продолжим после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Это программа «Якутия в деталях». Мы говорим об антифашистском форуме, первом республиканском. Ну и как меня поправили перед перерывом, наверное, первым все же после победы над фашизмом в Великой Отечественной войне. Экскурс в историю хочется. Нет, ну вот если говорить о нацизме, который сегодня, с которым мы боремся на территории современной Украины, он, конечно, возник не сегодня. Это длительный исторический процесс, и еще, значит, занимались этим и австро-венгры, и поляки, и кого только там не было. Сегодня, в эти последние 30 с лишним лет, значит, ну, мы знаем небезызвестный Институт национальной памяти Украины, который при помощи западных грантов, ЦРУ и прочих, значит, НКО, значит, западных, в первую очередь, формировал, значит, совершенно другое сознание. Это строилось на основе изменения, искажения нашей истории общей с украинским народом, по сути, с братским народом Украины, вот, и где вот та националистическая и нацистская
после, я считаю, ошибок советского периода, когда были, в общем-то, вот о чем было сказано, ранее были выпущены на свободу и приехали из-за границы и сформировали такой костяк националистической вот этой Западной Украины. И это, конечно же, было использовано нашими в недавнем прошлом партнерами так называемыми, да, в том, чтобы реализовать свою стратегию. Стратегия, она, конечно, очевидна и понятна по сути, значит, наше внутреннее разложение, на наше культурное, значит, исчезновение, вот, и, по сути, значит, на то, чтобы на развал всей нашей страны. Российской Федерации. Здесь, как говорится, для них все средства хороши, и терроризм на Северном Кавказе, ну и вообще события и в Беларуси, и в Грузии, и в Казахстане, может быть, даже, да, это в какой-то мере это все цепи одной, значит, звенья одной цепи. Вот, противостояние глобального Запада с нарождающейся суверенной, сильной, самостоятельной Россией, с теми людьми, которые строят свое будущее так, как они этого хотят. Но объявляя о целях спецоперации, наш президент сказал, что, значит, цель у нас демилитаризация и денацификация. Если с демилитаризацией, в принципе, все понятно, то вот денацификация, что она означает? Кто? После тебя? Ну, в моем понимании, денацификация – это, естественно, наш ответ той программе, которую именно Украина популяризирует у себя. Это они называют декоммунизация у себя там, ну, в стране, да. Все советское, все, что связано с Советским Союзом, они это уничтожают, они пытаются искоренить историю. Вот по поводу экскурса в историю. Хочется добавить, да, еще по поводу того, что люди быстро забывают свою историю. Допустим, если взять соседнюю страну, да, с Украиной, вот Польша, сколько вот нацисты, да, принесли, ну, непосредственно, если взять Волынскую резню, сколько горя они принесли вообще вот польскому народу, там, сколько было уничтожено мирных жителей, вот именно украинскими националистами. И все-таки спустя годы сейчас эти, ну, как скажем, наемники, ну, эти военнослужащие или там, ну, наемники именно из этой страны, из Польши, сейчас воюют против нас на стороне Украины, на стороне вообще нацистского государства. Это, ну, как бы, не то, что поражаюсь, да, но как бы людям настолько промыли мозги, то, что со своими врагами они идут еще против российского государства, это вообще, ну, как бы поразительно. И по поводу, вот наш верховный главнокомандующий, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, он все правильно говорит по поводу денацификации. Нацизм вообще не должно быть ни в России, ни на Украине, вообще нигде. И благодаря вот таким вот антифашистским форумам, я надеюсь, все-таки до людей и до наших врагов дойдет то, что нацизм – это коричневая чума, это фашизм, этого вообще не должно быть нигде в мире. Я надеюсь, все-таки настанут времена, когда эти недобитки будут добиты. Я хочу вот еще раз повторюсь, я уже сказал, что с нацизмом надо бороться именно как с идеологией, как пропагандой, как идеологией государственной власти Украины. Вот эта задача и поставлена, потому что я везде выступаю и говорю, и даже меня понимают матери погибших, что я говорю, да, Украина наша, братья, это почти гражданская, можно сказать, война, там, давайте так будем говорить. Но они, не все украинцы могут свой голос подать. Потому что у нас есть ветераны, афганцы, мои братья там, которые прошли Афганистан, ветеран. Они это понимают, но они не могут сейчас бороться с этой политической, именно государственной машиной, которая в ранг своей политики поставила нацизм. Вот это и денацификация называется. То есть важно, чтобы не угрожали нашей стране, и чтобы не было этой идеологии, когда она чужда не только России, она чужда всему миру, всему человечеству. Вот денацификация, на самом деле, очень хорошо об этом даже сказал Андрей Сандомирович. На самом деле, это вообще возвращение к простым пониманию морали и нравственности. Вот он сказал, надо искоренять фашизм из гендерной политики, из экономики надо фашизм.
его из истории надо, фашизм. Это на самом деле просто надо вернуть все на свои места. Просто надо, вот то, что сказали мои коллеги, денацификация, это просто надо переформатирование населения. Это и история, это и литература, это и музыка, это и экономика, и это вообще общечеловеческие отношения. Просто надо вернуться там, где были раньше. Нужно вернуть Украину в общее с Россией историко-культурное пространство. Историческое пространство. То есть, чтобы истина восторжествовала. Да. Иначе никак невозможно. Ложь идет, да, и искривление, и вообще придуманная история, а именно вернуться к истокам, к истине. Если даже взять веру, то, что там сейчас на Украине творят с верой, кому бы это рассказали, это же одно из самых таких было отцерквленных православных мест на, скажем, на карте православной церкви, и вдруг там такое творится. Поэтому... Ну, яркие примеры, все мы очевидцы. Кто имеет право запретить одной стране участвовать в Олимпиаде? Спорт всегда останавливал войны. Сегодня без никакого зазрения совести Запад нам запрещает участвовать в Олимпиаде. И Беларусь. Поднимать свой флаг, носить единую форму. Это кто позволил одной стране, ну или сборищу, скажем так, стран, запретить российской державе участвовать в Олимпиаде? Это первое. Потом хочется, пользуясь моментом, конечно, Ирина, очень хорошо, что сегодня есть такая у нас площадка поговорить. Хочу сказать, что в рамках форума у нас будут проводиться на площадках образовательных учреждений в Северо-Восточном федеральном университете «Диалог на равных». Будут приглашены модераторы, гости в том числе, которые прилетят к нам с руководства общественных объединений, призванных бороться с фашизмом в том проявлении, в котором сегодня он представлен. На базе Северо-Восточного федерального университета состоится 7 декабря дискуссионная площадка. Пользуясь моментом, я хочу пригласить тех, кто интересно, те, кто могут участвовать, и принять активное участие в разговоре. Это не должно быть навязывание готовых шаблонов, это не должно быть навязывание каких-то готовых постулатов. Это правда рождается в наших сердцах и в наших человеческих чувствах. Поэтому я думаю, что форум, который сегодня подготовлен организационно, я хочу, пользуясь моментом, поблагодарить Министерство молодежи республики, Министерство культуры нашей республики и Министерство образования как самых активных организаторов этого форума. Ну и думаю, что это только начало. И эта Георгий, работа вот будет говоря про проводиться. диалог на равных, я правильно понимаю, что это вот такой же, поскольку это с участием ветеранов боевых действий, правильно я понимаю, что это типа разговоров о важном только для студентов, а не для школьников? Нет, ни в коем случае. Но мы понимаем, что думающая, говорящая и активная молодежь здесь должна быть самым стержнем в этом мероприятии. И то, что, ну вот сам, скажем так, оплот, на что мы опираемся, когда организовываем вот эти мероприятия, это первое, само собой, мы опираемся на нашу непоколебимую историю. Сегодня нужно говорить правде в глаза, какое обстоятельство дел в части восприятия патриотизма, в части единства государства, в части защиты нашей Конституции. Ну и конкретные меры, которые будут приняты по итогам форума. Вот эти, пожалуй, 3 кита, на которых, наверное, стоит организация форума. Еще хочется добавить, что все-таки антифашистский форум идет в ногу со временем. Это я имею в виду про цифровизацию. Если даже кому-то не удастся попасть на этот форум, все-таки можно будет зайти, посмотреть трансляцию, прямой эфир. Это организаторам хочется сказать спасибо за такое продуманное мероприятие. Ну и поскольку мы говорили с вами об истории, да, и о том, что, конечно, учебники истории в любой стране это такой важный индикатор, в общем, государственной политики. Говоря об Украине, мы говорили о том, что, значит, историю там переписали, проводили расследования, российская газета проводила свои исследования на эту тему, как в Украине обращались вольно с историей. Как не допустить вообще неверной трактовки событий? Причем у нас ведь тоже были учебники не совсем те в
в этот вот постсоветский период, прямо скажем, да. Вот после перерыва хотелось бы поговорить о том, почему же Россия, почему мы победили фашизм, почему России удалось устоять, да, хотя я прекрасно помню, как тот же Mein Kampf продавался в переходах подземных, да, я прекрасно помню эти скинхедов по Москве, которые ходили чуть ли не шествиями. Вот об этом предлагаю поговорить после перерыва. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Это «Якутия в деталях». Мы обсуждаем предстоящий антифашистский форум. Говорим в студии об истоках фашизма и нацизма. И вот у меня был вопрос, почему же, если западная политика была одинаковая во всех странах постсоветского пространства, так скажем, и на Украине, и в России, и в других постсоветских странах, почему мы устояли, да, допустим, мы победили фашизм, а там Украина, Прибалтика и так далее вот поддалась. Почему так? Вы знаете, никому уже не надо ничего доказывать, что и Соединенные Штаты, да вообще блок НАТО вкладывает в это, в разрушение от другой идеологии, которая антифашистская, огромные деньги. И он поддерживает те режимы, которые направлены вот против России, и даже если это фашистская идеология, нацистская идеология, все равно он ее поддерживает. Вот эта почва, которая была, уже коллеги мы сказали, на Украине, она была подпитана огромными деньгами, миллиардами долларов. Что касается нашей страны, в чем отличие, что у нас никогда не поддерживалось государство нацистская идеология. У нас уголовно статьями запрещено это все. У нас... Может быть, мы, да, недостаточно в школе обращали на это внимание. Да, сейчас говорят, что патриотическое воспитание надо сейчас усилить. Согласен. Но все-таки я вот ответственно заявляю, что всегда у нас была государственная политика против нацизма. Да, у нас не может быть этого, потому что у нас государство многонациональное. И это у нас очень важно. Мы живем веками вместе. Для нас это не пустые слова, вот, когда мы говорим наше гражданство, братство и так далее. Вот я, можно продолжу то, что сейчас как раз Валерий задел. Мне так кажется, главная причина, почему у нас этого не случилось, это то, что Россия все-таки многонациональная страна. Даже если мы сейчас вернемся на Украину, западенцы, они как не признавали других украинцев, они так и не признают. Особенно украинцев с Донбасса. Да, вообще не признают. А у нас все-таки веками воспитанный интернационализм. Его можно называть по-разному. Можно сказать, какой был интернационализм там, при царизме или еще прочее. Хотя можно привести большое количество примеров, что интернационализм уже и тогда существовал. Это взаимопроникновение культур, это отношения между людьми. У нас просто, грубо говоря, даже на генетическом уровне, на территории вообще Советского Союза и вот то, что Россия, оно заложено, антинацистское вот это противоядие, я бы так сказал. Да, у нас есть непонимание на бытовом уровне, но это же нормально в семье. Это нормально, когда друг друга кто-то не понимает. Но потом все становится на места, и у нас дружба, она, в отличие, вот я в других странах был, у нас она не декларативная. Мы не объявляем там типа акции, там, как там у негров-то называется? БЛМ там. Да, вот мы не объявляем, там, да, мы не заставляем, например, там нас якуты не заставляют вставать на колени и говорить, что вот вы к нам тут русские пришли, казаки там убили там моих этих, да, или венки не заставляют, наоборот, якутов вставать на колени и говорить, что вы пришли на нашу территорию, или что-то подобное. Потому что на самом деле у нас нормальное взаимопроникновение культур, обычаи, традиции, это все поддерживается и сохраняется. По-моему, это главный рецепт. Особенно это ярко выражено, когда в стране трудно, это Великую Отечественную, вспоминайте, в любой период, когда стране угрожает внешний враг, а враг это не только Украина, мы уже все понимаем, что мы не с Украиной, да и с украинским народом воюем, это НАТО.
то наша страна многонациональная так сплачивает, вместо того, что они ждут, что у нас будет раздрай, разборки какие-то, недовольства, вместо этого страна, народ объединяется, сплачивается и дает отпор. И мы всегда поэтому побеждаем. Ну, исходя из заданного вашего вопроса, я вот как представитель последних пионеров Советского Союза, мы осенью одели галстуки, потом спустя несколько месяцев нас сказали: снимайте. Мы уважаем те учебники, на которые мы учились мы неплохо. И сегодня, вот Сулустан тоже не даст соврать, будучи и в зоне СВО, когда мы непосредственно доставляли туда помощь, мы воочию общаемся и с местным населением, и с нашими военнослужащими. Да, я, пользуясь моментом, хочу низко поклониться нашим 1000 бойцам, которые находятся на линии фронта, их родным, их близким, их друзьям, которые каждодневно общаются, каждодневно находят точки соприкосновения, чтобы оказать всестороннюю помощь нашим военнослужащим якутянам. Ну вот как раз я хотела сказать, что большинство из присутствующих сегодня в студии гостей были в зоне проведения спецоперации. Все активно общаются с участниками специальной военной операции. А вот какие задачи сегодня стоят перед обществом, как нам еще помочь, достаточно ли того, что сегодня делается, ну, в республике, скажем, да, и как себя чувствуют жители вот этих новых территорий? Чувствуют ли они себя под защитой России? Ну, смотря где именно. Если брать Донбасс, то, конечно, там практически все на нашей стороне. Но если брать там вновь освобожденную территорию, я имею в виду Херсонскую область, Запорожскую область, но там мы сталкивались, да, с определенными непониманием, допустим, да, вот, которые, ну, как это сказать, есть такие категории граждан Украины до сих пор, они называют, ну, их называют ждуны. Это очень такие очень опасные люди, так скажем. И конечно, большинство, конечно, естественно, практически все это за Россию, но там есть такая опаска, поэтому... Ну, как бы не ждуны, они ждут, когда обратно придет НАТО, Украина? Нет, они ждут, когда придет украинская армия, ВСУ. Там делают какие-то там пакости или еще что-нибудь там, или там сливает информацию определенную. Поэтому, ну, их меньшинство. Конечно, меньшинство, да. Хочется тоже еще добавить, я извиняюсь, да, вот есть фильм классический «Свадьба в Малиновке». Непосредственно в том же поселке идут боевые действия. Сейчас. Как бы это символично сейчас вот не звучало, да? Какая там фраза в фильме «Крылатая» вы все знаете. Да? Вот такой настрой. Напомните. Опять власть меняется, да? Было такое в фильме. Но как бы это сейчас не звучало, мы, актив республики, сегодня констатируем, что главой республики, правительством, руководством республики созданы все механизмы по дополнительной поддержке наших военнослужащих. Начиная с социальной сферы, заканчивая дополнительной доставкой товаро-материальных ценностей двойного назначения. Я не ошибусь, если скажу, что как никакой другой регион сегодня Республика Саха-Якутия выступает примером для других регионов. И в том числе, думаю, что как отклик к нашему форуму, нашему примеру последуют и многие другие регионы. Как пример, мы с Георгием, когда ездили отвозить мы называем это гуманитарку в части, да, то через месяц в соцсетях пришел кто-то на телефон из солдат, ну, вернее, мобилизованных, снял на камеру, как мы выдаем нашим ребятам форму и так далее, там спальники. И там комментарий был на видео, что вот республика как глава республики заботится о своих войсках, о своих земляках, вот, и им было завидно. А мне было гордо, что действительно так. Но я скажу так, что проблем-то еще много. Да. Республика одна из лучших, которая помогает. Конечно, это факт. Но проблем еще много. Мы все общественники этим занимаемся сейчас. Да? Вот Народный фронт, 12 машин сейчас мы подготавливаем повышенной проходимости. Я знаю, что другие общественные организации работают. Кто-то сети плетет, кто-то все. Все. Вот я же говорю, есть чувство такое, что сплоченности людей. Вот это вот и важно. Справедливости ради, Валерий Алексеевич правильно говорит, что проблем еще много. И, конечно, наши жители понимают, что не до всех доходит помощь.
по-разному. Из-за того, что просто невозможно до первой линии довести помощь до бойца. С некоторыми нету связи. Да, по разным причинам объективной обстановки помощь может в желаемое время и адресата не дойти. Но мы еще раз должны сказать, что это дополнительная помощь к тому механизму, который создает Министерство обороны. И республика сегодня достаточно активно проводит. Тоже, пользуясь моментом, я хочу поблагодарить наши государственные институты, министерства, ведомства, предприятия, которые за свой счет командируют туда работников, которые годами работают по дополнительной доставке помощи. И это системно, под кураторством Единого координационного центра организовано. Антифашистский форум, он как раз и призван дать такие вот импульсы в общество, которые бы еще больше простимулировали такие процессы поддержки, взаимной, совместной поддержки. Вот да, друг друга поддерживаем. Вы молчали и подвели прямо итог нашей программе. Хочу сказать еще. Уже сказали, что подвели. У нас уже время у нас уже подошло к концу. Это была программа «Якутия в деталях». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия во всех деталях.